в эфир. Выйти с конференции или понятно? Мы выходим. Сидите, сидите, никуда не уходите. Подожди, нет, так а мне надо нажать. Вот, все, я нажал, потому что выскочило что-то. Не, что-то выскочило такое, вот, типа, или выйти с эфира, или понятно. Все, хорошо. Все, значит. Годы, да, что мы будем записываться, да. Все, хорошо. Идет эхо, потому что сейчас... Одну минуту. Да, идет эхо. Что такое? Так, все, господа, мы вышли в эфир. Просто когда мы выходим в эфир из платформы Zoom, у меня вот такая чехарда получается. Сейчас я секундочку проверю звук, но звук, по-моему, в порядке. Я уже вижу, что ребята пишут, давно ждем Игоря, очень приятно. Игорь, добрый день, спасибо, что пришли. Игорь сегодня, Игорь Макар, вы его прекрасно, хорошо, давно уже знаете. Фигура одиозная, фигура эксцентричная, фигура, вызывающая споры. Игорь, спасибо, что вы сегодня у нас на Белдиаспора ТВ. И с наступившим вас уже Новым годом. Спасибо вас также с наступившим Новым годом. Спасибо, что пригласили на данную площадку, где я могу высказать свое мнение. И спасибо тем людям, которые меня поддерживают, которые сейчас присутствуют. И это правильно, потому что мы должны сейчас максимально собираться все и должны, наверное, общими усилиями бороться с диктаторским режимом. Потому это очень важный данный эфир. Спасибо большое, Игорь. Я хочу начать с того, что наболело у людей. 2 месяца назад, вот перед Новым годом, вы выступали, и вы сделали достаточно серьезное заявление, относящееся к офису Светланы Тихановской и к самой Светлане Тихановской. Вы попросили ее принять какое-то решение, либо она остается как какой-то президент страны или пытается им быть, или хотя бы заявляет о своих правах на эту должность, либо она должна каким-то образом уйти, сложить свои полномочия, передать их кому-то другому. Скажите, пожалуйста, что вас, так сказать, подвергло на этот эфир? Подтолкнуло, да, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Значит, для меня данный вопрос был самый главный и самый глобальный. Что меня подтолкнуло к данному решению, меня и моей команды? Потому что я устал уже и физически, и морально стоять на одном месте. Я устал толочь воду в ступе. Поэтому необходимо и жизненно важно было, чтобы Светлана Георгиевна, а если она себя назвала национальным лидером Беларуси, да, она должна была как минимум принять присягу. Это можно было бы сделать на обычном статуте ВКЛ, да, и это было правильно. И я уверен и убежден, что в данной церемонии принятия присяги, да, или клятве белорусскому народу приняло бы огромное количество мировых лидеров. И это было бы признание Светланы Георгиевной как действительно лидера. После этого было необходимо создать теневое правительство, то есть правительство в изгнании. Обязательно нужно было создать кабинет министров и заниматься политикой, которая будет каждый день, шаг за шагом, нас приближать к победе. Потому что данным образом, да, если будет создан кабинет министров, да, то есть необходимо, это то, что я уже говорил неоднократно, что нужно самое важное внимание обратить на правоохранительную систему Беларуси. Это ни для кого не секрет, что диктатура Лукашенко, она держится только на основе того, что силовой блок оказывает ему всяческую поддержку. Какую поддержку, я думаю, после 2020 года, августовских событий, да, мы все увидели. Абсолютно бесчеловечное отношение к людям, к гражданам Беларуси. Попрана все полностью Конституция, попраны все законы. То есть перешли черту дозволенного и разрешенного. И вот с этим мы должны бороться. Я предлагал неоднократно, что байпол,
должен заняться реформой правоохранительной системы. И это нужно было бы сделать мгновенно и быстро. Мы должны предложить людям альтернативу, ту, которая заставит людей сделать какие-то выводы, да, и не делать преступления хотя бы против своих граждан. Светлана Георгиевна очень хорошо ведет внешнюю политику. Она встречалась, по-моему, по моей информации, уже вроде бы с 32 или с 33 лидерами. Вот недавно она встречалась с президентом Литвы, да, с Навседой. И я прекрасно понимаю, что данные вопросы можно поднять очень серьезно, и те такие страны, как, к примеру, Германия, там, Франция, там, Литва, Польша, они дадут гарантию того, что в новой Беларуси, да, силовой блок будет обеспечен теми договоренностями, да, которые выдвинет лидер белорусской нации, а то есть Светлана Георгиевна, которая обещала, что она, выиграв выборы, да, организует свободные и демократические выборы. И Беларусь станет в свое новое русло развития. Игорь, здесь очень много идет вопросов сейчас от людей, которые не совсем понимают, в чем была вообще задача Светланы Тихановской. Кто-то написал мне вчера вопрос, Тихановская предатель или нет. В чем заключается задача Светланы Тихановской, в чем заключается задача ее кабинета. Люди пытаются понять, а что же было задумано с самого начала, потому что то, что получается, знаете, это как что задумывали, а что исполняется. И вот то, что исполняется, абсолютно не соответствует тому, что предполагалось. Возвращение к Конституции 1994 года не обсуждается. Выбор стратегического развития Беларуси и ее вообще вектора не прозападный, а абсолютно пророссийский. Идет абсолютное сближение с Москвой. Суверенитет страны продается. Референдум проводится так или иначе. Заключенные в тюрьмах остаются. Все совершенно не да, это печально. А что вы думаете по этому поводу? Мое мнение, и я думаю, большинства людей, те, которые находятся в Беларуси, а я тоже неоднократно заявлял, что для меня очень важно и жизненно необходимо мнение людей, которые находятся внутри Беларуси, да, то есть, как говорят, там, в логове врага. Значит, действия Светланы Тихановской, на мой взгляд, они не соответствуют тому, что должно быть у настоящего лидера. Почему? Мы все понимаем, что Светлана Георгиевна 99% да, стала заложницей ситуации. Какой мы все прекрасно понимаем. Потому что Комитет госбезопасности Беларуси работает очень цинично и очень жестоко. Да, несмотря на то, что ты женщина, мужчина, там у тебя дети, абсолютно это не интересует. Важен итог и эффект. Понимаете? И некоторые действия, да, нашего лидера, лично для меня, как для силовика, да, как для человека военного, они меня настораживают. Почему? Потому что не соблюдено самое главное. То, что требуют люди. Светлана Георгиевна не слышит людей. Она не слышит их мнения. Зумы каким-то наглым или дурацким образом удаляются. Какие-то неадекватные ответы на абсолютные нормальные вопросы. Я, в частности, хочу сказать, что меня больше всего убило, это когда на конференции с диаспорой, вроде бы канадской, белорусской диаспорой из Канады, ей задали вопрос, когда будет объединение всех демократических сил. На что Светлана Георгиевна ответила, а что такое объединение демократических сил? Мы что, должны сесть все в один офис? Или назваться одним названием? Извините, так это что такое? Мы за что боролись? За то, чтобы были вот такие вот высказывания? Нет, это неправильно. Объединение демократических сил должно произойти, и должны выноситься одни решения, которые будут решаться, да, и потом на повестке дня они будут выноситься. Не будет ляпов, не будет ляпсусов, не будет каких-то необдуманных решений, таких как, к примеру, там лям за Луку или 12 миллионов евро за арест Лукашенко. Я надеюсь, там Валерий Вильямович адекватно воспримет конкретную критику, да, в его адрес, потому что мы об этом с ним лично разговаривали. Но это абсурд, это полнейший абсурд. И для меня еще
непонятно то, что до сих пор, а уже прошло практически больше 1,5 года, да, мы рискуем своей жизнью. А я обобщаю полностью всех там, общественных деятелей, да, политических деятелей, там, какие-то инициативы. Мы рискуем своей судьбой, своей жизнью. Ради чего и для чего? Почему Светлана Георгиевна за 1,5 года не объединила всю демократическую оппозицию? Где демократические основы? Где свобода мнения? Где свобода слова? Ее точно так же нет у нас в оппозиции. Почему не сделали общую там какую-то или ассоциацию, да, или, как это сказать даже правильно, в общем, всех блогеров объединить. Для чего? Потому что повестка, она должна нестись разово и во все рупоры. Нужно бороться с системой Лукашенко системным образом. Почему-то этого никто не понимает. Почему в штабе у Светланы Тихановской нет тех людей, которые ее привели к этому? Ведь таким же лидером могла бы быть и Вероника Цепкало. Абсолютно, абсолютно нормальным. Для белорусов не важно, кто находится в лидерах. Для них важна победа. От насилия белорусы уже устали, Вера, понимаете? Просто устали. Я это прекрасно 27 лет. понимаю, конечно, Игорь. 27 лет. А мы за что боремся? Кто у нас лидер? Вы Я не знаете, готов. идет, я прошу прощения, просто идут комментарии, я их читаю, поскольку мы в Zoom, я не могу на платформе смотреть, поэтому я буду тут посматривать. И действительно люди говорят, отцепитесь от Тихановской. Она, мол, абсолютно не собиралась быть вот таким прям президентом. Она собиралась просто быть протестным кандидатом, и, в принципе, она как бы уже выполнила свою задачу. И действительно, она как бы, ну, в какой-то степени сошла с дистанции. Присягу президентскую она не приняла, не собирается. Правительство создавать в изгнании не будет ни при каких обстоятельствах. И я понимаю, что у нее не было вот этих вот президентских амбиций никаких. Но возникает вопрос с ее кабинетом, который сформировался непонятно каким образом, из людей, которых никто не выбирал. Она его, этот кабинет, сформировала. И что теперь как бы делать со всем этим? Какую структуру вы предлагаете, поскольку вы уже об этом заговорили? Вера, вот вы назвали все то же самое, да, только это ничем не отличается от режима Лукашенко. Да? Он назначил, он убрал, он снял, он поменял, он опять назначил и так далее. Понимаете, нам нужен эффект. Уже 1,5 года мы ничего не делаем. Плюс я очень зол на штаб Светланы Тихановской, потому что заявление о референдуме, что людям нужно идти на референдум, да, и портить бюллетени. И ради чего это все делается, да? А ответ был такой, что нужно прийти не для того, чтобы там что-то где-то показать или сыграть на режим, да, а чтобы люди подумали, почувствовали свое единство, почувствовали свое плечо. Извините, Светлана Георгиевна, а 2020 год, август месяц, не показало единство белорусского народа? Что еще нужно? Сколько еще нужно страданий? Сколько нужно еще поломанных судеб? Сколько? Сколько еще нужно политзаключенных? Неужели так приятно махать плакатом в Европарламенте, да, и показывать, сколько сотни избитых и искалеченных судьбах людей, которых вы призываете на улицу? Почему это происходит до сих пор? Когда это нужно остановить? Зачем это делать? Нужно делать бойкот. Мое личное мнение, как человека военного, как силовика, единство белорусского народа. Именно сейчас нужно показать взвешенно и обдуманно. Нужно бойкотировать референдум. Ни в коем случае даже не собираться нигде в городе, потому что будут жертвы, будут люди задержаны, нам хватит поломанных судеб. Не нужно этого делать. И я бы, наверное, в данной ситуации вернулся бы и послушал, как говорил Дмитрий Щегельский. Да, есть протестное настроение, а есть протестная активность. Протестной активности уже нет. Априори ее просто нет. Люди поломлены, они устали. Ну давайте хотя бы оставим протестное настроение у людей. Те, которые хотят перемен. Не нужно этим попирать. Нужно хотя бы ценить людские жизни. А более того, в Европарламенте я на месте офиса Светланы Георгиевны Тихановской, да, я бы поднимал вопрос о пропавших политиках, оппонентов Лукашенко. Это тот вопрос, который офисом Тихановской не поднимается никогда. По крайней мере, я этого не слышал.
А ведь это самая большая тема, самая больная тема для режима Лукашенко, потому что есть масса улик и доказательств, что именно Александр Лукашенко причастен к убийству оппонентов и самые высшие должностные лица. Но почему-то офис занимается совсем другим. Если он не хочет этим заниматься, дайте дорогу тому, кто будет это делать. Дайте дорогу тому, который нас, как лидеров, да, как оппозиционных там, каких-то там кандидатов, там, инициатив, там, структур, будет приближать к победе. Вера, я не готов больше своей жизнью и судьбой жертвовать. Я не готов подставлять людей, потому что мы не можем с режимом бороться в одиночку. Не можем. Это невозможно. Мы просто будут каждый день жертвы. И каждый день будут потом говорить: Макар, сколько ты подставил людей? Сколько сидит людей в тюрьме? А только у Макара сидят люди в тюрьме. Правильно? Только у Макара. А у Тихановской не сидят? Не сидят? Вы знаете, ситуация вообще очень сложная. Сейчас, одну секундочку, ребята, я просто смотрю, у меня видно, кто бот, кто не бот. Так вот, Святослав Милейковский – это бот. Он у нас там что-то комментирует, но это бот, поэтому не заводитесь, не заводитесь. Человек… Вера, я далек от этих ботов, от всего, и даже более того… Но Более дело того, в том, что я ребятам говорю, чтобы они не заводились в чате, понимаю. потому что с ними пишут, и их разводят на скандал. Я никого не удаляю. Меня учили ботов не кормить. Это очень четко. Я, наверное, могу удалить, но я оставила, то есть, чтобы боты знали, что мы знаем, что они боты. Ну, как-то так, да. Но это как бы первая часть. То есть, смотрите, Игорь, получается такая интересная ситуация, что сейчас у нас… С одной стороны, с нами борется система Лукашенко, как может. Ну, сейчас они отвлеклись на Казахстан, на ДКБ, как бы они там победили, не победили. Вера, извини, что вас перебью, да, просто сразу скажу точно, взвешенно и обдуманно, чтобы это потом просто не повторялось. С такой оппозицией, которая на самом деле существует сейчас у нас и которая несет белорусскую повестку, для режима это подарок, Вера. Понимаете? Это реально подарок, потому что это не оппозиция. И режим Лукашенко сейчас даже не напрягается. А если посмотреть на то, что происходит, вот просто не нужно себя затруднять, а открывать просто там порядка 5-6 телеграм-каналов. Каждый день задержанные, Вера, и просто уже доходит до абсурда. Кого за какой-то там салат, там с помидоров, кого за носки, кого за нижнее белье, кого за лайк, там, кого-то за ОДКБ, что написал там белорусских солдат, там, дайте им по носу. Это просто абсурд. А что мы делаем, Вера? Вот что мы делаем? Вот как мы боремся? Вот благо я сегодня, вот я тебе говорил перед эфиром, что я узнал, что было заседание демократических сил, да, и там уже участвовали весомые люди. Вот это уже правильно, это как альтернатива. И я надеюсь, что это будет разовьется, и я понимаю, что Валерий Вильямович правильно все делает, и дай бог, чтобы это все поддержали. Я думаю, что нам все-таки нужно выбирать лидера. Я сейчас к этому вернусь, одну секундочку. Так, Святослав пишет, не бот, ну, короче говоря, почему-то Рестрим назвал его ботом. Ну, не знаю, хорошо, раз не бот, так не бот. Я никого не удаляю, ребята. Прошу прощения, если назвала, я тоже не поняла, это прикол. Так, хорошо, поняла. Значит, в чате идет своя жизнь, там идут глобальные обсуждения. Да, я понимаю. Действительно, вот есть такое, я понимаю, почему в чате такая вот прям у всех такое состояние, потому что действительно люди уже вообще ничего не понимают. То есть за что боролись, да, чего добивались. Ситуация в стране не улучшается. А получается, что офис Тихановской строит… Вера, я перебью, даже не то, что не улучшается, она каждый день ухудшается, конечно. Офис Светланы Тихановской на международной арене действительно проводит большую работу. Лукашенко не признают президентом, что на самом деле хорошо. Но в то же самое время ситуация немножко… Важно не проводить большую работу. Это я уж точно уверяю вас. Важно, чтобы эффект был от любой работы. Понимаете? Потому что я же тоже не сижу на месте, но у меня нет такого… как сказать, у меня нет такой команды, да, как у офиса и возможностей, как у офиса Светланы Тихановской. У меня нет таких возможностей, да, как, допустим, у инициативы «Байпол». Но я не сижу на месте.
И когда Светлана Георгиевна встречается с какими-то лидерами государств, общаются, там миллионы, там уже практически миллиарды выделены, да, и деньги они есть, да, но когда я разговариваю с активистами, те, которые помогают релокантам, да, те, которые помогают белорусам, которые сбежали там в Украину, в Литву, в Польшу, никто денег, Вера, не получает. И более того, когда я разговариваю со студентами, да, с активистами и студентов, и для меня это было принципиально важно. Почему? Потому что студенты – это наше будущее, нашей Беларуси, наше развитие. Никто не получает денег, ни копейки, Вера. Это что такое? Почему? Почему это просто попирается? Где наши демократические аспекты? Где демократия? Почему нельзя создать структуру? Почему студентам необходимо создать личный фонд для студентов, которые студенты, активисты, и будут им управлять? И деньги будут туда поступать. И для инвесторов, да, это все будет открыто и прозрачно. Не нужно будет ничего сказать, потому что студенты, они креативные люди, я надеюсь, вы понимаете. Они делают очень много, и это наше будущее. Это все попрано, понимаете? Нету ничего. Деньги огромные, миллионы, а ничего нет. Мы даже к победе не приблизились. Какие-то, я не понимаю, как можно сесть за стол переговоров с диктатором Лукашенко, у которого руки по локоть в крови, Вера. Как с ним можно? Как? Муж Тихановской сидит, и ты хочешь с ним сесть за стол переговоров? Ради чего? Он власть не отдаст, Вера. Никогда. Пока не умрет последний человек, который совершал преступление, я говорю про без вести пропавших политиков, он власть не отдаст. Потому что отдать власть, потерять власть Лукашенко – это сесть на скамью подсудимых. Это невозможно априори. Зачем тогда это делать? Зачем делать то, что невозможно? Есть же множество других, масса других движений, да, и те, которые можно создавать, и в отношении которых можно работать. Но здесь, понимаешь, вот то, что выдается, не соответствует действительности. А где наши лидеры? Если нет лидеров, давайте мы тогда создадим. Мы же нормальные люди. Я надеюсь, что мы все хотим победы. Конечно, Я надеюсь, что да. Но, здесь... судя по всему, многим уже Вера выгодна. Понимаете? Многим выгодно. И я не хочу обидеть Светлану Георгиевну. Ни в коем случае. Но если коснуться даже по поводу тех 900 тысяч, которые каким-то образом оказались за диваном, то мы все прекрасно помним, как Светлана Георгиевна говорила, если бы действительно эти деньги были, неужели бы мы боролись бы за будущее Беларуси? Светлана Георгиевна, ну у вас сейчас куда поболее, чем 900 тысяч. А что изменилось? Что-то изменилось? Что-то перевернулось за 1,5 года? Я этого не вижу. И я требую, как белорус. И я требую, как белорус, которого мама голосовала за Тихановскую. Это меня даже поставило в какой-то ступор, потому что моя мама, она вообще аполитична. Она голосовала за Тихановскую. И понимаешь, какая идет тенденция? Когда 3 месяца проходит, и мне мама моя говорит: сынок, как тяжело там, и т.п. и т.д. Я говорю: мам, я уже не знаю, и похудел там, и т.п. и т.д. Мама говорит: сынок, но ты же людям обещал, да делай дело до конца. И Вера, проходит еще 3 месяца, и моя мама слезно просит: сынок, брось ты это, ну брось, уйди, зачем тебе это надо? А как ты думаешь, Вера, почему? Наши матеря же видят, что происходит. А ведь же не происходит ничего, а ситуация только ухудшается. Понимаете? Вот и все, что происходит. Я понимаю, что ситуация действительно очень тяжелая, и люди, в принципе, сейчас как бы, ну, а я вот смотрю, что по чату, что люди прекрасно это сами понимают и видят, но, тем не менее, очень хочется понять, а какие вообще есть предложения, то есть что предлагается взамен, то есть какой у вас есть план? Вера, я могу, наверное, только сказать то, что я думал со своими коллегами, да, со своими там соратниками, да, и со своей командой. Понимаете, чтобы далеко не ходить, да, если мы создаем какую-то структуру, да, а мы должны структурировать, мы должны создать систему, то мы все прекрасно понимаем, что сейчас зайти на какие-то телеграм-каналы, да, ну, мне даже страшно, Вера, потому что, ну, это какой-то абсурд. Зачем линчевать женщину публично, да, если это непорядочно?
Это непорядочно делать простому вообще мужчине, априори непорядочно. Давайте тогда делать конкретные шаги к нашей победе. А то есть, вместо того, чтобы писать гадости, да, давайте соберем подписи, давайте объединимся всем демократическим силам. Кто-то разбирается в политике, кто-то в экономике. Есть же умнейшие люди. Вот мы общались с Павлом Усовым, умнейший человек. Валерий Цепкало разбирается в экономике. Есть же огромное количество белорусов умнейших. Давайте мы все соберемся, да, и сделаем голосование. Мы же живем в время цифровых технологий, да, во время интернета. Это же не проблема, абсолютно не проблема. И будет избран лидер. А если Светлана Тихановская этого не понимает, то ей нужно нормально объяснить. Светлана Георгиевна, значит, мы, демократическое сообщество, да, понимаем, что время прошло много, но не сделано ничего. Если мы, может быть, мы не понимаем, вы нам, пожалуйста, объясните, это же нормально. Но если это не так, да, и вы просто, если вам удобно жить, да, или вы просто, мы тоже понимаем, Вера, что человек может стать заложником ситуации. Это нужно понимать. Вспомните Романа Протасевича, вспомните моих коллег. Я не хочу их даже фамилии называть, но я много чего знаю. И я говорю, что пытки есть и есть сыворотка правды. Мы тоже это поймем. Но ведь же можно задать адекватный вопрос. Светлана Георгиевна, мы проголосовали. Мы хотим избрать лидера, тот, который будет представлять интересы белорусского общества, тот, который будет слушать народ и будет нести повестку общую всех демократических сил, которая не будет препятствовать, да, или попирать какие-то там права человека, да, или там какие-то свои там потребности алчные, да, те, которые некоторые занимаются. А более того, если это не сработает, мы можем задать простой вопрос. Светлана Георгиевна, сколько нужно собрать подписей белорусов, чтобы вы оставили данный пост, и чтобы мы шли своим путем к нашей победе? Пожалуйста, если вы символ, вы хотите им остаться, ну окей, но давайте тогда делать структурированно. Потому что для меня, Вера, непонятно, я сам бизнесмен, я знаю, что такое деньги, я знаю, что такое платежи, да, я знаю, что такое транзакции, что такое инвесторы. Но извините, когда идет о десятках миллионов речь, да, тогда хочется спросить, то есть мы понимаем, да, кто выгодополучатель. Но я хочу также спросить, и многие люди хотят спросить, а кто является конечным бенефициаром? И является ли им белорусский народ, те, которые внутри Беларуси, и за ее пределами, которые вынуждены были бежать, да, скрываясь от какого-то несправедливого правосудия? Ответа не будет, Вера. Просто не будет. Понимаете? Потому что я не хочу, чтобы было так, что деньги были, денег нет. Это неправильно. Это неправильно. Я хочу, понимаете, когда мы разговариваем с белорусскими диаспорами, мне хочется им задать вопрос. Уважаемые белорусы, я понимаю, что где-то кто-то там собирали, всякое было. Но куда вы потратили свои деньги? Чего мы достигли? Позвоните студентам, позвоните релокантам, да, те, которые по каким-то инициативам там, в Украине, в Польше, в Литве. Ничего ведь не делается. Я понимаю, что где-то что-то помогается, но в основном люди, Вера, выживают сами. Но 1,5 Я года это прошло. заметила. Я заметила, что Вера, люди 1,5 помогают года. сами. Да. 1,5 Меня, года прошло. Ну, ты-то не веришь. Ну, мы же можем выбрать, мы же адекватные я, люди. я Я согласна, хочу только Игорь, победы, согласна, только да. победы. Вера, ну так нас скоро так вообще не станет. Потому что, ну, я вам уже говорил, да, и до эфира, что, ну, я живу 1,5 года, просто, ну, я не понимаю даже, как я вообще живу. Меня никогда в жизни так никто не унижал. А за что? За то, что я хочу победы белорусского народа. И более того, я не знаю, даже поехал бы я сейчас в Беларусь, у меня там никого нет, кроме мамы. Понимаете? Я готов победить. И я больше даже скажу, тот, кто победит, кто сделает революцию, и кто сделает белорусов свободными, свободной страной, и Беларусь станет развитой страной, это будет национальный герой Беларуси. Только ради этого можно сделать, потому что это огромные ставки. Вера, но я не хочу, чтобы были жертвы. Достаточно жертв. Сколько политзаключенных? А сколько еще не признано политзаключенными те, которые сидят? А что творится в тюрьмах? Ведь многие этого не знают, а я проездил все тюрьмы Беларуси. И я многое могу рассказать, я много чего не рассказал. Я достаточно сказал, что мы делали в глубоком, да, и была такая критика, что это жесть, но я вообще ничего не рассказал. А сейчас же происходит страшно. Вот это надо заканчивать. Самый главный вопрос – это политзаключенная, Вера. Это не деньги. С властью, да, с властью. Вот с Лукашенко, с диктаторским режимом, я скажу как силовик.
нужно разговаривать только на языке силы и на языке ультиматума. Остальное все не работает, ни цветочки, ни шарики. Но нам нужно спасать людей, нам нужно спасать политзаключенных. И эта тема должна подноситься везде и всегда. Но помимо того, мы должны понимать, Вера, если мы победим, мы должны создать правительство. Вот этот вопрос, который сегодня поднимался, да, на Совете демократических сил, да, транзит власти, это очень важно. Вера, мы не можем из ничего сделать что-то. Если завтра будет победа, мы же должны Да, как-то я что-то... совершенно с этим Ну, конечно, согласна. конечно. Игорь, А здесь, вы будете с чиновниками договариваться, которые у Лукашенко работали? Это вы же, знаете, это же... я поняла. Просто вопрос тут был такой именно для вас, что кого бы то ни было сейчас вы считаете лидером, кроме вот, ну, признанного лидера Светланы Тихановской, кто еще, по вашему мнению, мог бы быть таким лидером сейчас из тех, кого вы знаете? Я бы сказал сразу, что я бы рассмотрел кандидатуру Вероники Цепкало. Я бы рассмотрел кандидатуру Павла Усова. Я бы рассмотрел кандидатуру, ну, я так понимаю, политзаключенных не нужно там Статкевича, Сиринца называть, потому что, ну, это, наверное, сейчас просто... Но они пока в тюрьме, да, к сожалению. Да, Вера, но я хочу сказать так, что я не думаю, что у кого-то есть сомнения, да, что если бы, дай бог, да, прошли демократические выборы и Светлана Георгиевна выиграла, я уверен и убежден, что ни у кого не остается сомнений, что Светлана Георгиевна в выборах демократических вряд ли бы выиграла. Потому что есть другие люди, да, другие лидеры, да, которых люди поддерживают очень серьезно. И те, которые своей борьбой уже вписали свое имя и фамилию в историю Беларуси, Вера. Понимаете? То есть люди большую часть своей жизни за нашу с вами свободу сидят в местах заключения. Понимаете? И этим людям не доверять нет никаких оснований. Понимаете? Поэтому я думаю, что лидер белорусский, да, вот именно вот этот период, да, это формальность. Но человек должен быть правильный управленец. У людей, у белорусов, да, то есть человек, он должен всем руководить, Вера. Он должен создавать, и он должен создавать правильно, он должен создавать структуру. Ту структуру, которую лукашенковский режим будет бояться каждый день все больше и больше. Понимаете? И это возможно. Это не простые слова, это реально возможно. Но нужно просто правильно двигаться в нужном направлении. Я думаю, что дай бог, что это получится. Well, that's absolutely... Ой, прошу прощения, я перешла на английский язык, нечаянно говорила по-английски. Значит, Игорь, скажите, пожалуйста, как вы видите работу этого правительства, которое сейчас можно создать? Вот как вы чувствуете, это правительство может работать? Я вижу это так. Берутся самые главные направления. Да, политика, экономика, правоохранительная система. Да, там, можно взять абсолютно разные сферы. И четко, конкретно разрабатывать всем управленцам, да, то есть всем профессионалам в своей отрасли, да, работать конкретно над своим проектом. Вот, к примеру, Байпол. Да, вот берем Байпол, то есть он легитимная, то есть, ну, вот это вот, значит, легитимная инициатива. Да. Я хотел сказать, ребята, что вы делаете? Вы сидите в теплых офисах. Что вы делаете, помимо роликов от киберпартизантам и т.п. и т.д.? Вот что вы сделали? Что вы опубликовали? Но неужели это нас приближает к победе? Вот Дмитрий, да, этот как American Truck, да, там мне просто уже подписчики присылали, что там Игорь Петрович, там провокационные вопросы, но я не боюсь провокационных вопросов, потому что я чист и честен. То я хочу сказать, вот он просил, чтобы вы задали вопрос, когда выйдет фильм про алмаз, который я обещал. Вера, а я думаю, что данный фильм не выйдет, потому что для чего? Он нас приблизит к победе? Нет. В Новой Беларуси те люди, которые служили или работали в Алмазе, которые совершали преступления в 2006 году против Александра Козулина, да, против его команды, там было жестоко. И 2006 год – это был старт того времени, когда силовой блок начал жестить в отношении граждан Беларуси. Данные люди понесут наказание. Я всю информацию передам компетентным людям. И это не означает то, что если я не опубликовал, никто не понесет ответственности. Понесут, Вера, и заслуженно понесут. Но также я еще хочу сказать, чтобы люди понимали, что не все такие.
в основном люди – это заложники ситуации, заложники правоохранительной системы, заложники диктаторского режима Лукашенко, который создал диктаторское государство. И это мы тоже должны понимать. И я уверен и убежден, что с людьми нужно будет разговаривать, да, на понятном языке. И где-то на что-то нужно будет закрыть глаза. Но нам нужно достичь своего результата. А как мы понимаем, да, есть такая поговорка, что победитель не сует. Поэтому давайте, наверное, двигаться к победе. Да, давайте, может быть, какие-то амбиции свои там поубавлять, да, забывать какие-то обиды. Да, и мне кажется, все-таки, если мы действительно все хотим победы, да, давайте собираться и побеждать. Спасибо большое, Игорь. Я думаю, что если вы не до конца ответили на вопрос, то я думаю, что люди еще спросят. Вот у меня идет продвижение по чату, люди спрашивают. Вопрос, кстати, вот вы говорили про Диму «Америка без прикрас». Я хочу сказать, что Диму, например, тоже какое-то время никто не слушал и говорили, что он вообще бред несет, и вообще ничего не понятно, вообще черти что какое-то. А потом сказали: о, так оказывается, что вот он тогда год назад говорил. Так что я думаю, что и вас ждет то же самое. Пройдет еще полгодика и скажут: ага, так может быть надо прислушаться. Ну, Вера, так... Вера, конечно, я прислушиваюсь, но более того, если в отношении касаться там Дмитрия, там, не знаю, Вируса, Мартыновой, Карач, там, Балаганова, там, Куречка, да, то я Вот не такая хочу смешанная никого... получилась компания, они все же Нет, очень разные. Вера, я не хочу никого, ну, я еще не сказал Павла Положенко, это мой любимый персонаж, да, то есть у меня со всеми значит, был инцидент, но этот инцидент, да, построен на абсолютном абсурде, да, потому что люди оперируют просто какими-то своими предположениями, Вер. Ни одного факта, ничего. Но мы понимаем, что мы же боремся с режимом Лукашенко. Зачем нам это все надо? Так вот тех людей, которых я назвал, я все-таки хочу сказать, что те люди, да, и вот я, может быть, скажу и по поводу Димы, да, потому что он там сказал, что Макар ответит. Так я его хочу огорчить, что я не буду никого винить. Более того, я данным людям, кого назвал, я им благодарен, что они мне преподнесли жизненный урок. И я благодарен, что благодаря моей команде, да, тех людей, которые меня окружают, я тянусь к людям, которые способствуют моему росту, Вера, а не деградации, понимаете? И я этому буду всегда следовать. А Дмитрию я не хочу, конечно, обижать, но все-таки то, что он написал, ну, только что, конечно, до меня дошло, то есть, ну, это такие умозаключения, мне кажется, я бы сказал просто цитата из очень одного хорошего фильма «Закусывать надо». Примерно как-то так. Ну, хорошо, понимаю. Но, тем не менее, народ пишет: сделайте, хотят вашего эфира с Дмитрием уже вместе. Люди хотят акшен. Пожалуйста, Люди пожалуйста, хотят, да, абсолютно. хорошо, попробуем. Я бы хотел, чтобы вы сделали прямой эфир с Павлом Положенко. У меня там к нему огромное количество вопросов, на которые я очень хочу, чтобы он ответил. Хорошо, И я я думаю, что мы бы поставили во спрошу. многом точку. Спрошу его. Смотрите, кстати, вопрос от Дмитрия из «Америка без прикрас». Кем вы видите себя в новом правительстве? Чтобы видеть себя в новом правительстве, я должен заслужить доверие белорусского народа. Я должен пройти выборы. Я должен быть назначенным каким-то вышестоящим там, начальником, да, или управленцем, или политиком. Но, наверное, я скажу правду, Вера, что я вряд ли вернулся бы в Беларусь. Почему? Потому что я не хочу заново начинать свою жизнь, как минимум уже третий, а то и четвертый раз. Но если народ Беларуси этого искренне захочет и даже, может быть, и потребует, и будет создана серьезная команда, которая будет работать на благо народа, а не на благо своих карманов и своих личных амбиций, я с большим удовольствием займу какую-то должность и буду работать во благо народа, на благо своей Родины. Абсолютно не давая никому повода сомниться во мне и в той команде, которую я соберу. А кем я себя вижу, то, наверное, это же очевидно, что я сам силовик. Я очень люблю, наверное, по отцу, потому что у меня отец был ветврач,
Я очень люблю делать всякие укольчики, там, заниматься с животными, там, и т.п. и т.д. То есть делать какие-то, ну, не хочу здесь, конечно, говорить, потому что люди этого, наверное, не поймут, но мне это нравится. Ну почему? Не Может быть, знаю. тяга к нормальности? Почему? Почему нельзя отрицать, что у нас есть желание, там, я не знаю, лечить, помогать и быть хорошим человеком? Это, в принципе, же ведь нормально. В нормальном обществе это прекрасная Наверное, профессия, прекрасная работа. наверное, да. Я был бы очень хорошим врачом, если бы я пошел по данной специальности, Мгм. но я, я все-таки, я рос в семье, где воспитание было очень такое суровое и правильное, как мама, как и папа, да. И папа меня всегда учил, что мужчина, любой мужчина должен служить в армии. Это было, наверное, такое самое-самое главное требование. И я закончил образование с красным дипломом, с отличием, да, и у меня был выбор поступать в любой вуз без экзаменов. Плюс у нас была многодетная семья, когда отец умер. Значит, у меня было даже двойной шанс, да, поступать там или в БГУ, и т.п. и т.д. И, Вера, я на удивление своих преподавателей, да, и тех людей, которые там все 4 года следили за моей учебой и мне помогали, я сказал, что я отказываюсь и иду в армию. Это был, я просто помню их лица, ну, я не знаю, у них вряд ли будет такой случай когда-нибудь в жизни, но я пошел в армию. После армии я поступил на работу в службу в Гродненский ОМОН, Гродненского облсполкома. Там проработал год. И потом я прошел отбор в СПБТ «Алмаз», где проработал 5 лет. Поэтому, наверное, все-таки мое место где-то в силовом блоке. Я думаю, что это самая нужная структура, да, где необходимо, и я не постесняюсь этого слова, да, уже необходимо хирургическое вмешательство, потому что силовой блок оставил на судьбе белорусского народа огромное клеймо, которое смыть будет очень-очень тяжело. Поэтому там нужно будет приложить максимум усилий, да, чтобы это все восстановить, и чтобы офицер в белорусской армии или в Министерстве внутренних дел с гордостью носил офицерские погоны и гордился тем, что он служит народу Беларуси. Вот Спасибо как-то, большое, наверное. Игорь. Спасибо большое. Я думаю, что мы сейчас продолжим тему силового блока, потому что это очень важно. Я просто хочу сказать Святославу Миликовскому, которого я назвала ботом. Он пишет, что он не бот, это просто он пишет с Фейсбука, и рестримовский бот его переправляет на комменты. Поэтому получилось, что он бот, он, оказывается, не бот. Так что все, снимаем обвинения, прошу прощения. Чат, конечно, живет своей жизнью, поднимают очень много вопросов, самых разнообразных, и я думаю, что мы на все, к сожалению, не сможем ответить, но давайте пойдем по каким-то блокам. Вот очень интересный вопрос про силовиков. Он вообще в какой-то степени, не могу сказать, что магический, но из разряда какой-то мистики, потому что совершенно непонятно, каким образом эта система регулируется настолько, что заставляет своих, в общем-то, неплохих парней, по большому счету, идти мучить, душить, давить самых обыкновенных нормальных людей. А сейчас еще с этим преступным ОДКБ повезли их еще и в Казахстан. Там кого-то из них обязательно убьют, здесь нету никакого сомнения. Но что заставляет эту систему так цепляться за Лукашенко? И вам, как силовику, вопрос, а при каких условиях эта система прекратит работать? Чего ждут от протеста сами силовики? Какие им нужны гарантии, при которых они перейдут на сторону народа и действительно встанут на защиту своего отечества? В чем здесь вообще вот эта загадка? Может быть, разгадаете? Спасибо. Здесь ни для кого не секрет, что силовой блок, там работают такие же люди, да, только, к огромному сожалению, диктаторский режим Лукашенко заставляет людей совершать преступления, да, позволяя им самим, не думая и не полагаясь на свой ум и разум, совершать преступления. А то есть людей из деревень, да, то есть каких-то заброшенных регионов, да, специально набирают в органы внутренних дел, кому-то дают дубинку,
а кому-то дают маленькую власть, да, то есть там в следственных органах, да, или в том же ГУБОПике, там, и т.п. и т.д. И людям позволяют совершать преступления. То есть на языке режима, да, позволяют совершать деяния против людей, да, то есть те, которые требуют власть, а на нашем языке это совершать преступления. Потому что человек, который орудует дубинкой, да, то есть по людям, он же не думает о своем будущем, потому что он знает, что не будет наказания. А безнаказанность и вседозволенность – это то, чем оперирует режим к сотрудникам силового блока. Но мы и сами в этом виноваты, Вера, потому что альтернативы силовому блоку мы не предложили. Все же прекрасно понимают, что такое режим и что такое силовой блок. Ведь в мире, я не думаю, что ошибусь, но, наверное, только единственный человек, да, который сам себя назначил, да, и который является якобы президентом Беларуси, дошел до того, что он приезжает в ОМОН и целует ОМОНовский берет, который ему вручили. Вера, ну это достойно уровня, даже я не побоюсь этого сказать, да, то есть самоназначенного президента нет. Но Игорь, его, дело в том, что но я вы хочу... согласны, что его заставляют обстоятельства, Вера? Понимаете, Игорь, И он и точно так Коран же, целовал, и землю целовал, и Путина да, поцелует в но задницу, прошу прощения, и все что точно угодно так сделает, же, только бы у власти быть. да, и точно так же силовики. Силовой блок, да, он состоит из людей, таких же людей, которые после работы возвращаются в свои семьи. Когда я еще работал в Алмазе, да, только начиналось вот это вот как бы такое возвышение, да, когда уже сотрудникам давали квартиры. И я лично получил квартиру, конечно, которую я не получил, потому что я уволился и уехал из страны. Но мне ее дали, Вера, просто. Просто я получил квартиру, которая строилась в доме. Есть целые в Уручи ОМОНовские дома, там 9 или там сколько этажей, да, где там полностью живут сотрудники. Раньше этого не было, сейчас это есть. Весь силовой блок завязан на кредитах. Все люди приходят домой, да, и понимают, у них есть машина, у них есть жена, у них есть семья, у них есть кредиты. И более того, режим Лукашенко создал такое обстоятельство, да, что человек, который приходит на службу, если он увольняется в течение там ранее 10 лет, насколько я помню, может быть, я немножко заблуждаюсь, да, он должен выплатить компенсацию. Причем компенсацию огромную, понимаете? Так вот, если бы такая инициатива, как Байпол, она имеет на это полное право, и она обязана это сделать. Если бы они разработали полностью реформу правоохранительной системы, да, какие-то подразделения 100% в Новой Беларуси нужно будет упразднить, потому что, как я говорил, да, поставлено клеймо на белорусском народе, и их больше в Новой Беларуси не будет. Они уйдут просто как страшный сон. Но основную систему нужно реформировать. И вот когда ты людям предложишь альтернативу, то, что будет в Новой Беларуси, да, и люди взвесят, и это подтвердит лидер национальный, белорусский, белорусского народа. А более того, если будут договоренности, и эти обязательства подтвердят лидеры государств европейских, таких как Германия, Франция, Италия, там, Литва, Польша, да, и это будет обязательство в Новой Беларуси, тогда силовой блок задумается, очень много людей задумаются, и все прекрасно понимают, что именно структуру, диктаторский режим Лукашенко, нужно ломать изнутри. А как это сделать? Нужно менять сознание людей, Вера. Нужно показывать, что сейчас вы совершаете преступления против человечности, против своего народа. Вы попрали Конституцию Республики Беларусь. Вы служите самозванцу. А в Новой Беларуси вы будете людьми. Вы будете жить нормально, не хуже, а то и лучше. И нужно вместе строить Беларусь, понимаете? Точно так же, как вот говорят там, это же режим поделил на ябатек, да, и на змагаров. Но мы же все прекрасно понимаем, что и ябатьки, и змагары, независимо от того, да, режим Лукашенко или Новая Беларусь, они же будут жить в одной стране. Но ведь сознание поменяется, и я убежден, что ябатьки, когда увидят, что стало жить лучше, что права не нарушаются, что ты вышел на улицу и не окажешься в СИЗО, потому что у тебя красные носки или белые трусы, будет жить хорошо, понимаете? Будут соблюдаться права человека, будет развиваться там любая отрасль. Беларусь будет договороспособная, будет союз с странами, понимаете? То есть, но она будет
независимая и суверенная республика. Будут выступать спортсмены, потому что я уже забыл, когда я даже соревнования смотрел, потому что мне эта вера неинтересна. Вообще просто неинтересно. Я больше смотрю, наверное, там на американских каких-то спортсменов, потому что это неинтересно. Люди приезжают на Олимпиаду и не вынуждены, Вера, бежать. Это что такое? Это как? Со своей стороны, то есть человек, то есть мы понимаем, что такое спортсмен. Я сам мастер спорта Республики Беларусь. И я знаю, что такое тренировки. И когда это все просто разрушает просто какой-то один человек, это неправильно. Этого не должно быть в нормальном демократическом обществе. А кто за нас это построит? Только мы. И более того, без людей, без актива людского мы не сделаем победу. Не революцию, не победу и не построим новую Беларусь. Да, Игорь, спасибо большое. Я вижу, что здесь действительно есть над чем задуматься, и какого-то вот плана работы с силовиками, гарантии силовиков, гарантии тем, кто служит в армии, пока что я от наших оппозиционных структур не слышала. Мы пока действительно эту тему не трогали. И я думаю, что Байпол действительно об этом говорили, что-то говорили, но я так понимаю, пока не убедили. Мы опять возвращаемся к тому, вот вы говорите, да, что говорил, делал, да, Вера, эффект где? Мы можем много с вами говорить до завтрашнего утра, а эффект где? А вот если после нашего разговора или после нашего стрима 10 ябатик станет змагарами, да, или людьми, которые хотят перемен, которые понимают, что диктатор совершает преступление, он незаконно находится у власти, вот тогда будет эффект. Согласны со мной? Вы знаете, я думаю, что эффект будет, но мне кажется, эффект будет в первую очередь, когда дела силовиков, дела по универсальной юрисдикции, дело Лукашенко, которое находится в Германии, получит правовую оценку. Недавно, вот 2 дня тому назад, в Лондоне вышла огромная статья о осуждении сирийского одного военного деятеля в германском суде. И это действительно интересный случай, потому что по такому же делу осудить можно и кого-то из службы Лукашенко, а то и самого Лукашенко. Я думаю, что и Путин там не за горами. Они все причастны к военным преступлениям и к преступлениям против человечности. Я думаю, что если бы офис Светланы Тихановской работал в этом направлении, может быть, чуть-чуть больше, возможно, мы бы достигли успеха на международной арене. Абсолютно. Да, это абсолютно четкая внешняя повестка, и даже более того, если мы эту тему затронули, то я расскажу о той записи, которая была сделана в кабинете председателя КГБ, а на то время был Вадим Юрьевич Зайцев. На той записи, Вера, как минимум, там порядка 10 или 12 составов преступления высших должностных лиц. Есть фонетическая экспертиза данной записи, где доказано, что данный голос на записи, да, принадлежит Зайцеву, председателю КГБ. Данная запись нигде абсолютно не поднималась, потому что на основе этой записи можно абсолютно нормально подать в Гаагский суд, да, и требовать осуждения даже не Лукашенко, а режима Лукашенко, потому что структура, а это Комитет госбезопасности, занималась разработкой убийств. И более того, это государственный терроризм, потому что планировалось убийство граждан Беларуси на территории других государств и граждан других государств на территории также других государств. И мы понимаем убийство Павла Шеремета. Четко Зайцев, как говорит, точно так же Шеремет и был взорван. Этому есть доказательства. И, кстати, здесь я могу сказать, что это реальная моя заслуга, потому что мы понимаем, что 3 человека, которых обвинялись, да, там, я помню, вроде бы Антоненко, Кузьменко и Дугарь, да, они вышли, то есть им поменяли, значит, заключение, да, на подписку там, на залог и домашний арест. Это огромная моя заслуга, потому что после поездки в Киев, да, вот то, что я узнал, да, я этим был очень доволен. Да, это не граждане Беларуси, но это граждане Украины, да, но это граждане Вера. Это близкий нам народ, да. И вот так мы должны двигаться в направлении к нашей победе. Более того, те вопросы, которые должен поднимать офис Светланы Тихановской, они должны звучать всегда и везде, но, к сожалению, этого не будет. А почему? Я думаю, что мы прекрасно понимаем, все-таки заложник ситуации
Это, мне кажется, имеет место быть. Спасибо большое. Игорь, спрашивают, но уже пошли такие разговоры, а вы знаете, где Бородач? То есть Да, вот, что вы да, думаете о да, России, о российской угрозе, о вступлении в Россию? по поводу, нет, Значит, вступления в Россию, это... штаб Пилипчук. Светлану Тихановскую начали все дружно называть Пилипчук. Не понимаю, почему, но так решил народ. Я не опущусь до такого, потому что это Да, но для меня это неприемлемо. Все-таки должны быть какие-то аспекты порядочности, да, и вседозволенности, потому что мужчина, он должен оставать в любом смысле мужчиной, да, и в любой ситуации он должен все-таки оставаться мужчиной. И мне кажется, должна быть какая-то степень порядочности, да. Игорь, Так вот, что касается Владимира Бородача, да, мы все прекрасно помним, какие были у него стримы, как все там проходило, то есть Макар КГБ, Макар ФСБ, Макар там Моссад, ну, то есть как бы это, ну, я на это не обращал внимания. Игорь, меня уже тоже называют КГБ, не волнуйтесь. Да, но я просто хочу сказать людям, да, чтобы они поняли, что такое, когда человек не торгует совестью, да, и офицерское, наверное, какое-то офицерское уважение, да, взаимное уважение. То есть вот после всех вот этих стримов, да, Владимира Бородача, я нашел его контакт, я ему сам лично написал, и мы с ним очень-очень хорошо пообщались, да. После этого все стримы закончились, да, и у нас абсолютно нормальные дружеские отношения. И более того, я бы хотел, наверное, даже и задать вопрос к людям из инициативы «Байпол», да, и показать и указать на их работу не потому, что они ничего не делают, или, на мой взгляд, делают что-то не то, или неправильно делают, или делают мало, имея возможности те, которые имеют они. Почему в Байполе то есть там бывшие силовики, почему там нету таких, как Олег Алкаев, почему там нет таких, как Владимир Бородач, почему там нет таких, как Игорь Макар? Ну, Игорь Макар, это понятно, это априори не может быть, потому что я токсичная личность, но для них, да. Но там этих людей нет, абсолютно нет. А ответ очевиден, Вера, и я уверен и убежден, что люди понимают. Во всяком случае, зная близко Олега Леонидовича, если бы был сбор средств, и данные средства были потрачены на какие-то свои нужды или неправильно, они бы узнали весь гнев Олега Леонидовича, потому что человек совестью не торгует. Точно так же и Владимир Бородач совестью не торгует. Я уверен, что и Дудкин совестью не торгует, понимаете? Но если бы эта инициатива была со всех вот таких вот не лидеров, да, а силовиков, старых там, молодых там каких-то, кто-то опытен, кто-то неопытен, да, была бы очень серьезная система. И уверен, она бы и развивалась лучше. И вот тот проект, который был бы, да, на который я говорил, да, реформу правоохранительной системы, он уже давным-давно был бы разработан, внедрен и утвержден, Вера. И я думаю, что в Новой Беларуси не нужно было бы ничего придумать, понимаете, потому что когда режим бы рухнул, а Лукашенко не было бы силового блока, да, он бы власть потерял мгновенно. И тогда бы мы уже поставили бы точку на этом страшном сне. Да, то есть есть большая недоработка вот именно в направлении работы с силовиками, с гарантиями силовиков и вообще с объяснениями силовикам, за что они борются. Да, то, что мне сказал Владимир Бородач, когда мы с ним разговаривали в конце, он говорит: ох, Игорь, я уже так хотел на покой уйти, а ты меня заставляешь бороться. Я говорю, ну, Владимир, может быть, еще надо. Может быть, чуть-чуть, да, потому что... Пока рано на покой, придется да, бороться. Я думаю, это что... люди, ну, для меня это люди-легенда, потому что у меня есть видеозапись, она тех времен, когда Владимир Бородач сидел в СИЗО, и его пришли встречать Гончар, Захаренко, генерал-майор, бывший министр. И там без слез невозможно смотреть. То есть как Владимир Бородач вышел из СИЗО, ну, то есть, понимаете, да, в каком-то там кителе, там, ну, как обычно. И Захаренко говорит: так, Володя, снимай это безобразие. И он снимает, и Захаренко ему дает китель с наградами, китель полковника. Вот это было, конечно, это без мурашек смотреть невозможно. Я, может быть, это видео как-то и поставлю на канал.
Конечно, Игорь, конечно. И вообще хорошо бы как-то людям объяснить, что что-то, ну, прям негативность в чате Нет, переполняет границы. я просто пытаюсь людям объяснить, что у всех бывают обиды, у всех бывают амбиции, да, и у всех бывает такое, что эмоции поднимаются выше своего разума. Это бывает, Вера, мы все люди, мы подвластны эмоциям, но на фоне Владимира Бородача, да, я хочу людям показать, что я не то, что готов простить, вот то, что он говорил, там, меня называл там агентом ФСБ, там, и т.п. и т.д. Я просто этого не, ну, я не, вообще этого не было для меня. И я понимаю, что кто-то может сделать ошибку, кто-то, может быть, Бородач сам думал, да, что он прав, может быть, ему кто-то подсказал неправильно, да, но это не так. Но я готов это простить, да, и я готов это даже больше не вспоминать. Я готов человеку пожать руку и двигаться к нашей общей заветной цели. Вы знаете, Игорь, я думаю, что вот я, может быть, не понимаю, прощу, да. я, может, не прощу некоторым людям, да, это таким, как Ольга Евгеньевна, да, и Павел Куложенко, потому что просто, ну, понимаете, когда человек что-то говорит, основываясь на своих предположениях, это одно. А когда человек входит в твое доверие и вытирает об тебя ноги, Вера, это совсем другое. И я военный человек. Я понимаю, что здесь это... вопрос, да, вопросы взаимоотношений, Нет, это достаточно, понимаете, Вера, тонкая тема. это преступление. Это преступление, понимаете? И для меня это очень тяжело. То есть меня это очень сильно ранило. И, наверное, пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо моему психологу, которая со мной потратила уйму времени и которая вернула меня в то русло, да, чтобы я адекватно смотрел на реальность. Огромное ей спасибо. К сожалению, имя и фамилию назвать не могу. Я думаю, вы меня понимаете. Да, вы знаете, ситуация сейчас такая, что очень многим нужна своего рода реабилитация. Взаимоотношения у людей стали совершенно другими, ситуация очень сильно изменилась, и Вера, свет поворачивается на голову для очень многих людей. Да, об этом я говорил, и я разговаривал со своими ребятами, и со структурой, и с бывшими, и все уверены и даже убеждены, я это говорил неоднократно, что в Новой Беларуси будет самая востребованная профессия – это психолог. И даже более того, кризисный психолог, тот человек, который работал с суицидниками, понимаете? То есть люди, ну, ужасно измотаны. Понимаете, то есть судьбы поломаны, это мне даже страшно подумать, это то, что внутри, но ведь точно так же люди поломаны и за пределами республики, потому что люди выживают в страшных условиях. И вот я вчера вроде бы смотрел какой-то стрим, я не помню какой, но там очень четко говорилось, да, что, я смотрел про релакантов с Сикорой, то, что, понимаете, люди бросают все нажитое, Вера, и они убегают. Вот представляете, какой вот это вот удар, и начинать все заново. Это просто страшно. Здесь без психолога не обойтись, потому что я сам, я человек эмоциональный, я могу эмоционировать, да, но я никогда не думал в своей жизни, что я буду общаться с психологом, не потому что мне нужна помощь, да, то есть мы понимаем, что есть психолог, да, есть психотерапевт, а потом есть психиатр. Да, то есть не дай бог, конечно, но услуги психолога я просто даже рекомендую всем. Это очень важно и жизненно необходимо, особенно белорусам, потому что то, что люди увидели, это нужно воспринимать реально, потому что портить свою систему – это очень плохо. Да, я думаю, здесь действительно тяжелая ситуация, и очень хорошо, что есть психологи, которые с людьми работают очень и помогают. Много, им огромное спасибо. Да. Тут надо действительно разбираться в очень многих проблемах. Для многих загадка, почему, например, силовики убивали свой собственный народ, люди этого не ожидали. Для многих загадка, почему офис Светланы Тихановской не выпускает политзаключенных, почему политзаключенные все еще там сидят, почему не организована специальная комиссия по выпуску политзаключенных, почему мы продали политзаключенных за идею того, что Лукашенко выпустит их всех вместе одновременно, почему сначала говорили о деньгах, которые будут выделены на реабилитацию политзаключенных, а почему сейчас уже вот Байсол собирает деньги, обращается опять к диаспорам, сбор денег на реабилитацию тех людей, которые выходят из тюрьмы. Это безумие, Вера.
диаспора, это действительно, то есть совершенно непонятно. То есть если диаспоры должны платить за помогать людям после выхода их из тюрьмы, так тогда давайте диаспоры будут уже политзаключенных и освобождать. Диаспоры, я просто призываю, что диаспоры, они должны требовать результат. Должно быть четкая отчетность и прозрачность. Если это не понимают люди простые, да, или у них нету таких компетенций, понимаете, есть юристы, да, есть аудиторы и есть бухгалтера. Это абсолютно без проблем. Но все должно быть открыто и прозрачно, потому что я не могу понять вообще, почему, за что должны диаспоры платить? За что? Диаспора и так очень много помогает, очень много людям, очень. От сбора на компьютер до всяких хостелов и т.п. и т.д. И очень много. Но и я также знаю, сколько диаспоры выделили денег офису Светланы Тихановской и тому же Байсолу. Это огромные суммы. Но где они? Где? Я сам проходил когда-то практику на Гродненском Азоте. Да, то есть у меня образование, да, то есть среднеспециальное, да, именно на Азоте. И там есть люди, которые общаются, мои друзья, которые работают на Азоте. Вера, не получили деньги люди, те, которые уходили в стачку. Не все, абсолютно. Была заявлена сумма 1300 евро, да, а дали вроде бы 700 или 800, сославшись на то, что курс стал очень плохой. Но это же абсурд. Зачем обманывать? Зачем зарабатывать на горе народа? Для чего? А как спать? А где совесть? А где честь? А где достоинство? А где общая цель? О чем мы говорим? Поэтому нужно собраться всем диаспорам, нужно собраться лидерам и все выносить на повестку. Никому нету права, вообще нельзя позволять право воровать деньги, а тем более зарабатывать на горе народа. А здесь, я думаю, что все понимаем, что это страшное горе. Здесь говорят о политическом предпринимательстве и о том, что офис Светланы Тихановской, я не могу сказать, что это сама Светлана Тихановская, хотя она, конечно же, является бенефициаром, но вот эта непрозрачность и отсутствие диалога, отсутствие понимания, каким образом принимаются решения в офисе, каким образом формируется команда офиса Светланы, кто в этом участвует, на каких основаниях, по каким принципам, все это непонятно, об этом невозможно нигде прочитать, ответа не дает. Дальнейшая стратегия пока тоже непрозрачна, ничего не понятно. И это дает, скажем так, основание предполагать, что офис Светланы Тихановской занимается, зарабатыванием денег, называется политическое предпринимательство. Возможно, это и не так. И здесь я понимаю, что у меня лично нету доказательств, но есть доказательства того, что все непрозрачно, что косвенно указывает на наличие серьезнейшей проблемы. Конечно. Идет к вам вопрос, как вы относитесь к смертной казни? К смертной казни я отношусь отрицательно. В Новой Беларуси ее быть не должно. Хорошо. Я могу рассказать, наверное, то, что у меня есть в памяти, когда мы, еще будучи работая в Алмазе, когда Олег Леонидович Алкаев был начальником СИЗО, мы приезжали отрабатывать захват заложника, освобождение заложника в тюрьме. И, как всегда, там было такое, что начальник показывал самое, страшное или самое то, что хотели посмотреть. И вот всегда нас отводили в камеру смертников. Да, люди, конечно, столько, сколько смертей у них за плечами, и как они это говорят, потому что я помню еще слова, когда Леонидович говорил, сколько трупов. 6, кто? Мама, папа, сын, дочка, то есть там страшно. Но и нужно понимать, что люди, те, которые сидят в данных камерах, которые ожидают смертного приговора, каждый маленький скрип замочка, каждый шаг – это просто съедает человека изнутри. И мне кажется, все-таки такого быть не должно. Я думаю, что минимум – это пожизненное заключение, но не такое издевательство. Да, это достаточно варварское такое изобретение, это смертная казнь. Да, это страшно. Я тоже против. Я считаю, что человек должен иметь право
пожить, подумать. И я думаю, что осуждать нужно преступников, таких как Лукашенко, таких, кто ему прислуживал, и тех, кто принимали участие. Я бы все-таки Вот оперировал, издевательство. наверное, самым важным аспектом, да, то есть тем, что если смертная казнь остается в стране и она производится, да, то мы понимаем, что может быть простая судебная ошибка. Но ведь ты человека уже потом не вернешь. А как потом будут чувствовать себя родственники, близкие люди? Это же невозможно. А держать человека годами в ожидании смертной казни, да, подавая на апелляции, т.п. и т.д. То есть, вот представляете, он год живет, ну, даже во сне таком страшном не представишь. Это, мне кажется, все-таки бесчеловечно. Ну, у нас, по-моему, вся страна уже 1,5 года живет вот в таких вот жутких условиях. И тем не менее, Не у нас 1,5 года, появилась Вера, 27 27 лет. лет, да. Но раньше это было не настолько заметно, сейчас это стали понимать уже все. Тем не Да. менее, рестораны полны народу, люди ходят, кому-то уже абсолютно безразлично, кто-то считает, что все в порядке, кто-то считает, что Лукашенко прекрасно, кто-то считает, что если не Лукашенко, то Путин тоже хорошо. И у нас возникает вопрос, который в чате уже начинали дискутировать, пока не перешли на разбирательство вас лично. Что вы думаете по поводу отношений России, Белоруссии, АДКБ и, может быть, участия наших силовиков в Казахстане? Вообще, куда мы движемся? Мы поглощаемся Россией, и как вы к этому относитесь? Как вы к этому относитесь, прошу прощения? Я здесь скажу сокращенно, да, и кратко. Значит, ОДКБ. Мы все понимаем, что диктаторы, да, показали всем, то есть всему мировому сообществу, да, что с ними нужно считаться. И что любое инакомыслие, да, или любой там какой-то переворот, да, будет предотвращен. Российские амбиции, да, они направлены на страны бывшего Советского Союза, и мы это прекрасно понимаем. Значит, но воля народа, она не может быть изменена, понимаете? И я уверен и убежден, что насильственной оккупации Беларуси быть не может. Все-таки мы живем в 21 веке, и есть мировое сообщество, есть тоже серьезные державы, такие как Штаты, Германия, там, Канада, там очень много, понимаете? И я уверен, что этого сделать не позволят. Точно так же, как не позволят сделать с Украиной, да, когда уже сейчас все окружено и думают, что сейчас будет какое-то там вторжение. Я думаю, что этого не будет. Во всяком случае, будет закон, и он восторжествует. А то, что Лукашенко всем доказал, что он помимо того, что измотал весь свой народ, да, половина сидит, половина избежавших, да, а половина сидят как мыши под ковриком дома, да, то есть боясь даже выйти на улицу. Он еще и послал людей, да, показать свою силу. То есть он послал людей в другое государство, да, и если бы было бы что-то серьезное, а благо, что казахи просто все разошлись. Почему? Потому что, ну, это понятно, что победить дальше невозможно. Но то, что уже казахами было сделано, это четко доказало и показало, что с людским мнением, Вера, нужно считаться. И я думаю, что если мы пойдем правильным путем, мы заставим считаться и Путина с белорусским народом. Но Беларусь обязана и должна быть независимым государством и суверенным. Игорь, спасибо большое. Просто здесь еще очень много было вопросов. Ваше отношение к Георгиевской ленте, потому что почему-то она вызывает большие негодования. Тем не менее, я вам скажу, что у меня дедушка воевал, был партизаном, у него было много орденов с Георгиевской лентой, поэтому я считаю, что День Победы, Георгиевская лента, награды наших ветеранов – это все-таки в какой-то степени, ну, очень важная часть нашей истории, и надо относиться к этому, ну, понимая, что нельзя унижать тех людей, которые воевали за нашу свободу во время Второй мировой войны. Здесь у меня к Георгиевской ленте проблемы нет. Я против того, чтобы ее носить, политизировать и делать из нее пропутинскую пропаганду. Вот это я не очень хочу. Я считаю, что это глупость полная. И Это такое же неправильно. неуважение к орденам и медалям тех, кто погиб за свободу и независимость. Ну, за ту свободу и Вера, независимость, да. которая, да. Так что я дам возможность ответить. Этот вопрос самый острый. И, наверное,
наверное, самое актуальное, потому что и смайлики, там просто Макар везде с георгиевской лентой. Но я отвечу так. Первым делом я отвечу людям, да, с, видимо, больной психикой, да, и дурным воображением, что георгиевская лента – это было просто как акция. Мы были обязаны, да, то есть не то, что мы, а, наверное, больше наши отцы и наши деды, да, то есть вот наши отцы, благодаря такой акции, они хотели доказать, да, и показать нашему будущему поколению, да, кто победил в самой страшной войне человечности, понимаете, то есть вот кто в ней победил, и этого забывать нельзя. И георгиевская лента – это не что иное, как уважение к ветеранам, те, которые боролись за нашу свободу. Да, и если это обобщить, да, то люди должны понимать, что георгиевская лента, пусть она гвардейская, пусть она это не важно. Она находится на Ордене Славы, на Ордене Победы. И самое главное, об этом много кто не знает, что георгиевская лента, да, или гвардейская, она имеется, она есть, но на медали за взятие Берлина, которая была выпущена, было награждено 1100 бойцов, да, те, которые брали Берлин. Это победа над нацистской Германией, над фашизмом. И я не могу торговать совестью, да, и я не могу отказаться от того, да, что во мне заложено. Я не могу отказать в уважении к ветеранам. И вот как вы говорите, да, что был дед партизан, это по ИТД, у меня дед был в войну на железной дороге, да, то есть поезд водил, но это был не стратегический участок. Но если бы у меня дед воевал и был серьезно и ранен, там, был там с этими всякими орденами, Вер, о чем мы говорим? А адекватным людям, да, те, которые понимают, которые не ставят это на весы какой-то борьбы за демократию, да, или борьба с диктатурой, или, как вы говорите, да, путинская пропаганда. Я хочу ответить так, что георгиевская лента на груди, на моей груди на 9 мая, она абсолютно не изменит мою гражданскую позицию по отношению к моей родине и к людям, да, которым я обязан, реально обязан сделать все, что в моих силах, чтобы побороть этот диктаторский режим, чтобы соблюдались законы, чтобы люди жили в стране, а не существовали. Я думаю, что этот вопрос я закрыл, и мне просто не хочется его поднимать. Но моя жизненная позиция не изменится, и совестью я торговать не буду. Спасибо большое, Игорь. Пишет, что, во-первых, есть различия между георгиевской лентой и, так, одну секундочку. Вера, я об этом сказал. Есть Георгий. Я понимаю, о чем идет речь. Георгиевская лента стала частью как бы символа оккупации Украины. Я вам скажу, что это очень плохо, что оккупация Украины идет под знаменами Второй мировой войны. Вера, понимаете, вот если мы уже... Я вообще не люблю, когда со мной разговаривают на языке ультиматума. Для меня это неприемлемо. Но если мы так и будем вести диалог, да, вот с такими людьми, которые пишут, что это гвардейская, царская, путинская, мне это неинтересно. Я точно так же мог сказать там серьезному блогеру Балаганову Саше, да, который назвал ее колорадской, и который меня просто унижал в эфирах, не имея на это права, не имея никаких фактов, не имея за мою гражданскую позицию. Я же ему не говорю: Саша, найди, пожалуйста, видео, где в Киеве облили зеленкой бабушку 86 лет, да, которая вышла с орденами и была одета георгиевская лента. Это разве приемлемо? Это же невозможно. Я не знаю, у кого рука поднялась на это. Ну, то есть вот вы представляете? Здесь вот я мысль понимаю. этой бабушки, Вера, да, просто я понимаю нужно проблему. понять, о чем эта бабушка думает. А ведь же она подумала: а за что же я воевала, сыночки? За что? Чтобы меня обливали зеленкой? Это же стыд. Тяжелая ситуация, потому что... Да, но вместе с тем я же не говорю, что Украина – это такие подлецы и подонки. Я понимаю, что это выходка какого-то человека, может быть, каких-то людей, может быть, какой-то группы. Но нельзя брать и обсуждать это все, да, ну, то есть на основе какого-то государства, или взять всех людей подряд. Если Путин делает, там, есть свои имперские замашки, да, или там, может быть, пытается как-то аннексировать и Беларусь, и Казахстан, там, и там Украину, но зачем тогда всех людей равнять под это? Зачем? Это не пропаганда абсолютно. Для меня это не пропаганда. И более того, если меня люди попросят,
не одевать георгиевскую ленту на 9 мая. Если меня попросит Вера, я ее не одену. Но я не перестану уважать подвиг партизан наших ветеранов. Не перестану. Да, я понимаю. К сожалению, путинская Россия своей политизацией всего и везде приводит Я к понимаю, ситуациям, когда люди начинают уже просто уже совсем проявление совершенно. Это, конечно же, если бы Россия не нападала на Украину, то я думаю, что Украина бы совершенно иначе себя вела, и у нас бы не было этих разногласий. Но сейчас Россия уже и на Беларусь посягает, уже и в Казахстан залезла, и еще там на многих фронтах тусит, что называется. Да, это я понимаю. Но вместе с тем, Вера, я бы сказал так, что это опять же работа офиса Тихановской. Как бы что ни происходило, да, но я думаю, что все-таки нужно двигаться и нужно заставить Россию разговаривать с лидерами оппозиции, да, с национальным лидером Беларуси. Это необходимо сделать, потому что мы понимаем, и я скажу, наверное, словами бывшего министра Наумова, с которым я общался, да, и которого умудрился записать, он сказал, что Россия – это ядерная держава. Вот с кем надо дружить. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, поэтому с Россией и разговаривают. Но надеюсь, что не будет так, как мы разговариваем. Дело в том, что я, например, я совершенно согласна, что у вас на этот счет свое мнение. Я знаю, что Валерий Цепкало тоже считает, что нужно разговаривать с Россией. Балкунец считает, что нужно разговаривать с Россией. Я не совсем вижу смысла в разговорах с Россией, особенно с той Россией, которая сейчас. То есть вот с администрацией Путина. Вера, но Путин я не понимаю, же как мы можем с ними разговаривать, если честно. Но Путин же не вечный. Вот, когда Путина не будет, Лукашенко не будет, тогда мы можем на каких-то бизнес-условиях, по бизнесу, мы всегда можем со всеми разговаривать. Но сейчас взывать к Путину о поддержке и какой-то особенно демократических преобразованиях, Лукашенко прекрасный партнер для Путина, и я не думаю, что их вообще нужно разделять. Это я не думаю, Вера, я не думаю, что прекрасный партнер, и я даже уверен, что для Путина Лукашенко токсичен. Но мы все должны понимать, я, допустим, как бизнесмен, да, как управленец, как человек, который в этом направлении много чего видел, да, я понимаю, что человек, да, а в частности это Владимир Путин, да, он инвестировал в Беларусь и в экономику Беларуси огромные деньги. Это деньги с российского бюджета. И мне кажется, должны понимать, что человек как минимум хочет их вернуть. Ну правильно? А если так понимать, то это не... Ну да, но а как? Дело в том, что я понимаю, что это Россия сделала все, чтобы... Дело в том, что Россия сделала все, чтобы Беларусь не выделилась и сама не начала жить. Конечно, именно. Вот я про это и говорю. Что, то есть вот если Путин с имперскими замашками, да, как у России есть, потому что, я понимаю, что это сейчас всем токсично, да, если человек просто решил таким путем загнать Беларусь в долги, да, чтобы Беларусь просто априори не смогла рассчитаться и, естественно, ее аннексировать, потому что, инвестированы огромные деньги, да, и Беларусь войдет в состав России, это тогда понятно, но мы не должны это позволить. А как это не позволить? Нужно человека заставить разговаривать. Нужно когда-то эти деньги... возможно, нужно по-другому, возможно, нужно какую-то другую стратегию. Игорь, вы неоднократно критиковали супротив за отсутствие каких-то акций, потому что супротив все-таки пытается создать сопротивление внутри Беларуси, создать какое-то силовое сопротивление, создать силовое крыло протеста. И я с большим уважением отношусь и к Павлу Кулаженко, и к Ольге Карач, и вообще ко всем лидерам, скажем так, не офисной оппозиции, а демократических сил, потому что в демократических силах должны быть все. И я думаю, ничего страшного, если кто-то из них нам лично не нравится, но нравится народу, потому что в конечном счете люди будут решать, кто им больше нравится, кого они больше оценивают как своего лидера, чью программу они видят как наиболее значимую. Поэтому наши совместные любим, не любим, нравимся, не нравимся, в принципе, значения не имеет. Тем не менее, вы критиковали супротив за то, что они... как-то недостаточно, может быть, серьезные действия предпринимают. Что бы вы сделали на их месте? Может быть, у вас есть какой-то совет супротиву?
Совет супротиву я, конечно, не дам. Почему? Потому что мы же прекрасно понимаем, что давать совет – это рассказывать все, да, для системы и для режима Лукашенко, для ГУБОПа, для Комитета госбезопасности и так далее. Но я все-таки, наверное, буду оперировать теми фактами, да, и теми словами, которые сказал Дмитрий Щегельский. А совсем недавно я смотрел его стрим, и он там четко и конкретно сказал, что режим Лукашенко растет и, значит, приспосабливается с каждым днем. Он очень сильный, и это на самом деле так и есть. И я уверен и убежден, что супротив и все его действия на сегодняшний день, они абсолютно лишены какого-то успеха. Это абсолютно это ненужные акции. Абсолютно. Я просто не понимаю, что можно сделать. Если мы говорим о сбросе канистр на базу ОМОНа, это что за акция? Ну, может быть, тогда сделать серьезную акцию, если это, конечно, возможно. Но опять же, если делать серьезную акцию, мы должны понимать, это разовая акция, или мы будем делать это системно и постоянно, загоняя режим куда-то в безвыходное положение, в темное место, да, заставляя сотрудников ОМОНа, да, или там сотрудника ГУБОПа или комитета, да, те, которые просто перешли все дозволено, заставляя задуматься над тем, что может быть завтра с ним все что угодно. Может быть точно так же, как наши политзаключенные. Да? Сегодня он есть или она, да? А завтра она сидит в СИЗО, а дети без мамы или без папы. Да? Точно так же должны и ОМОНовцы понимать, что ребенок завтра может оказаться без папы. А почему? А потому что не нужно совершать убийство. Почему Алмаз имеет право себе застрелить просто человека, который поднял руки, Александра Тарайковского? А кто-то задумался из Алмаза, что он оставил маленькую девочку без отца? Нет, никто об этом даже не думает, потому что это оборотни в погонах, понимаете? Поэтому, если уже там это полностью все обобщить, то я думаю, что все-таки по поводу супротива, я не понимаю, какую акцию должен сделать супротив, чтобы, скажу, может быть, жестко в их адрес, да, но мне кажется, благодаря вот тем действиям, которые делаются, да, это киберпартизаны, это какие-то акции, взрыв там этих вот наконец, да, это просто плодятся диванные бойцы, да, то есть люди привыкли к хайпу, люди привыкли сейчас заходить на какой-то телеграм-канал, да, им нравится ругаться, они нравится, когда там бардак, понимаете, и это все просто наводит на такую мысль, что мы, Вера, деградируем. А если делать серьезную структуру, да, то давайте тогда делать серьезную структуру, но мы сейчас априори не сделаем. Я как силовик говорю, Вера, это невозможно. Сегодняшний режим Лукашенко нужно ломать изнутри, и мы прекрасно понимаем, как мы это можем сделать. Но и люди тоже должны понимать, потому что Макар, который практически ничего не сделал, да, и мои люди сидят, я не буду много чего говорить, да, но все прекрасно понимают, что я не просто так внесен в список террористов. Но почему-то Павел Куложенко, да, Буслы, ДНС, ну просто всего. Я даже сам не помню, что там есть. Он даже не лишен воинского звания, Вера. Тоже есть вопросы у людей, они этого не могут понять. А ведь сравнить Куложенко и сравнить Макара, так еще хочется сказать, кто радикальный или кто террорист, и кто вообще должен быть в списках террористов. А Ольга Евгеньевна, которая была везде, ОГСБ, Буслы, у нее все костуси колено, ну просто везде. На нее даже пальцем не показывают. Понимаете? Поэтому... Ну вот видите, нужен диалог, всех бы посадить за стол переговоров Вера, и пообщаться. Я только за. Нам нужно побеждать режим. Многого не знает Павел Куложенко, да? Многого не знаю я. Но вместе с тем мы прошли школу. Мы прошли огромную школу. Мы знаем, как думают силовики. Мы знаем, как поступят силовики. Мы знаем, как сделать, чтобы боялись силовики. А ведь же это возможно. Это реально возможно. Но мы должны понимать, что каждый день, да, у нас время идет. И вот вы же сказали недавно, да, что люди уже живут, абсолютно нормально жить. А что им делать? Ну что им делать? Ну, конечно, нужно жить. Кому-то выживать, кому-то жить. Кто-то смотрит, да, вот на офис Светланы Тихановской, да, и просто думает, а с кем побеждать? Ну, с кем?
Ну, даже оппозиция не может пример показать, потому что где это, вот, ну, где это общество, где демократия, где Павел Павлович там себе, Светлана Георгиевна себе, Макар там, Валерий Цепкал. Ну да, ну как, ну это Я есть так. согласна, я поэтому и Но, хочу но, вести ну да, политические диалоги всех со всеми, но да. аргумент один. Мы все боремся со злом, с диктаторским режимом, мы все делаем хорошее дело, но только каждый своими методами. Вера, так а сколько мы будем побеждать? 5 лет? 10? 20? Я не готов. Ну, я реально не готов. Я Понимаете? согласна. Я думаю, что многие бойцы, что называется, сходят с дистанции, но какие-то другие структуры строятся. Тем не менее, я верю в супротив, как вообще в саму идею национально-освободительного движения, понимание, что нам нужно освобождаться от российской зависимости, слезать с российской нефтяной иглы, строить свою энергетическую структуру, чтобы мы не зависели от России, строить новую экономику, строить какие-то наши пробелорусские организации. Я согласен с супротивом, что они, я думаю, что я не дезинформирован, да, но если что, вы меня поправите, вроде бы они тоже за бойкот, полный бойкот референдума. Да, вот в этом они я супротив абсолютно за поддерживаю, бойкот. потому что единство белорусского народа в данной ситуации нужно показать только полным бойкотом, не выходить вообще никуда, нигде не собираться, потому что за каждого, за любого человека никто не возьмет никакой ответственности. А поэтому людям выходить нельзя, не нужно. Жертв человеческих уже с августа 2020 года более чем достаточно. Нам нужно, повторюсь, как сказал Дмитрий Щегельский, да, хотя бы сохранить протестное настроение. Это очень-очень важно. А Я потом думаю, уже будет и гражданское сопротивление. Люди по закону имеют на это право в нормальном демократическом государстве. И этим мы попрать не можем. Это все по закону. Понимаете? Да, и Игорь, точно так же по закону человек может не пойти на выборы, да, он их может просто игнорировать. Это по закону. Никто тебя не будет гнать. Но мы не покажем массовость, потому что Лукашенко же потом эту массовость покажет в своих интересах. И мировому сообществу покажет, и снимут красиво, и скажет, а что же вы хотите? 80 там сколько, 7 или сколько там, 89% за. Посмотрите. А если люди забойкотируют, что будет делать режим Лукашенко? Будет бюджетников на автобусах, да, везти с Могилева в Гродно, с Гродно в Минск. Понимаете? Да, карусели устраивать. Конечно, конечно. Да. Но вы же посмотрите на бюджетников. Это же на видео, ну, очевидно видно, что это как отче наш. Где нормальные люди, а где бюджетники? Это будет именно так. Я согласна с вами. Бюллетени портить, ну, мне кажется, это более тупого решения я не слышал, потому что бюллетени уже давным-давно заготовлены. Они есть. То, что ты испортишь, да ты можешь там нарисовать, что хочешь. Что это поменяет? Ну что? Ничего. Абсолютно. А Лукашенко нужна явка. Ему это жизненно необходимо, чтобы сфальсифицировать. И чтобы потом уже с Путиным разговаривать уже серьезно, о каких-то серьезных шагах. Нам это не нужно. А Лукашенко, он даже если и будет игнор, если референдум не состоится, Вера, то все равно будет Конституция, да, 96-го года. Лукашенко все равно в дамках. И так. Ну правильно я говорю? Да, я согласна, что возвращение Конституции 1994 года может как-то эту проблему решить и восстановить вообще законность в стране. Игорь, я согласна, что на референдум нечего ходить, и нужно с пониманием дела туда не идти. Не просто игнорировать «моя хата с краю, я ничего не знаю», а понимать, что я не хочу участвовать в преступлении, и поэтому на референдум не ходить. Здесь идет вопрос, хватит мусолить одно и то же, но, тем не менее, вопрос серьезный. Вера боится спросить. Не боюсь, сейчас спрошу. Игорь, вас спрашивают, чей Крым? Украинский. Хорошо, спасибо. Надеюсь, те, кто задавали вопросы, удовлетворились ответом. Хорошо, я думаю, что мы и так уже как бы не то чтобы засиделись, но давно сидим, очень много вопросов мы разобрали. Мне хочется спросить у вас на пасашок последний вопрос. Игорь, вы работали в охране Лукашенко когда-то. Я помню, что вы говорили, что вы видели Лукашенко, вы его охраняли. Скажите, пожалуйста, а не будет ли так, что сама
сама охрана президента уберет этого президента. Такое вообще возможно или это у нас такие фантазии? Ну, здесь, наверное, я вернусь опять вот к этой вот инициативе замораживания денег, да, на арест Лукашенко. Чтобы люди просто понимали, я как силовик могу сказать точно и определенно, что если бы все демократическое общество было единым целым, и данные инициативы, значит, был создан совет, и данные инициативы, да, значит, преподносились, да, на какое-то совещание, да, на какое-то там регулирование, да, там доделывание чего-то, да, то не было бы таких ляпусов. Почему? Потому что все прекрасно понимаем, что Лукашенко, если даже и предположим, что может кто-то арестовать, могут арестовать только люди, есть очень маленький круг, у которых есть доступ к телу. Это так у нас говорят, да, в силовиках. Да? То есть я думаю, что люди понимают, что доступ к телу, да, это есть прямая связь сразу напрямую к Александру Лукашенко. И мы все прекрасно понимаем, что если бы это и произошло, мы можем предположить, к примеру, завтра Лукашенко арестовывает Иван Тертель. Что должно случиться? Как представил Валерий Вильямович, да, то есть мы обязаны собрать как минимум 12 миллионов и оплатить Тертелю. Окей, да, пусть эти жертвы, мы можем пойти на эти жертвы, да, но тогда я хочу задать вопрос. А граждане Беларуси готовы простить Тертелю те преступления, которые он совершил на протяжении хотя бы даже 2020 года, когда был просто геноцид белорусского народа? Готов простить? Я уверен, что нет. Так вы хотите сказать, что Тертель за 12 миллионов сядет на всю жизнь в тюрьму? Нет. За 12 миллионов лишится той власти, которую он имеет? Нет. Дозволенности? Нет. Тогда зачем это все делать, если это невозможно? Но это просто невозможно, потому что его арестовать никто даже не захочет. Почему? Потому что я повторюсь еще раз, что на всех чиновников, которые имеют доступ к телу Лукашенко, на всех есть зеленые папочки. Абсолютно на всех. И даже человек, который просто задумается о чем-то, да, он испортит всю свою жизнь. И это все прекрасно знают, потому что чиновники, достаточно посмотреть совещание Лукашенко. Просто возьмите, посмотрите. Кто не может читать между строк, я скажу, посмотрите на лица чиновников, когда говорит Лукашенко. Это мумии, это не люди. И это на самом деле так есть. Вы думаете, там им легко, они боятся своей тени. Поэтому арест Лукашенко абсолютно невозможен. Абсолютно невозможно. Ни за какие деньги. Никто на это не поймет. Вообще не пойдет. Абсолютно не пойдет. Потому что режим Лукашенко, это ему нужно отдать должное, да, что он, будучи председателем колхоза, он реально создал такую государственную репрессивную машину, о которой, наверное, позавидовал, может быть, даже и сам Саддам Хусейн. Понимаете? Поэтому не нужно недооценивать этого человека. Да? Режим настолько силен, что это, мне кажется, абсолютно ненужная ситуация. Да, я тоже всегда говорю, что Лукашенко гениальный бандит. Ну и Путин тоже. Такие паханы, бандитаны, да. Они гениальны, но это такая гениальность дьявола, я бы сказала. Здесь, конечно, нельзя недооценивать. Тем не менее, Игорь, может быть, у вас есть еще как-то, хотите напоследок сказать, что вы думаете, ну а есть ли выход из сложившейся ситуации? Как побеждать? Побеждать нужно вырабатывать общую стратегию. Общую, это, я думаю, что все прекрасно понимают, что это все объединенные демократические силы, все люди, которые находятся за пределами республики. Те люди, которые находятся в республике, нужно аккуратно, абсолютно четко понимать, да, что даже любой звонок, любое сообщение, да, может человеку испортить его судьбу. Да? И мы должны строить систему, да, которая будет работать системно и бороться системно с режимом Лукашенко. Это возможно, Вера. И более даже скажу, что если увидят
зарубежные лидеры, да, или лидеры каких-то других государств, что действительно создана очень серьезная система, да, и там, или там теневое правительство, да, там кабинет министров, которые четко работают и разработают серьезные планы, и есть отдача финансирования, инвесторы увидят отдачу того, что они инвестируют в данные проекты, будет все абсолютно по-другому. Когда люди будут выходить, вот даже, к примеру, к вам на стрим, да, на любой, возьмите пример «Радио 97». Я всегда его привожу в пример, потому что это был единственный рупор, белорусский рупор. Люди были, они были заряжены. То есть было за эфир 10 тысяч лайков. Это было очень круто и очень хорошо. Люди собирались вместе, было какое-то единство. Да? Так вот, мы в этом направлении и должны двигаться. Мы, как лидеры оппозиции, должны людям показать пример единства, пример того, что мы никогда не будут попраны, да, самые главные ценности, те, которые мы обещаем белорусскому народу. И если я говорю, что я не стремлюсь во власть, я туда не пойду. Если я говорю, что я обещаю, что если я займу какой-то государственный пост, я буду честен и справедлив, я буду следовать только тому, что я сказал, и только что я обещал. И вот когда это все будет, да, это будет эффект теста, которое будет набухать. Понимаете? А когда будет набухать, сознание общества будет меняться. И у силовиков, и у ябатик, и у судей, и у всяких других людей. А если этого не произойдет, и мы найдем в себе все усилия, желания и возможности, да, то вот как мы говорили по поводу супротива, да, то мы сможем уже и более серьезно давить на режим. А как серьезно, это уже, наверное, нужно разговаривать кулуарно и не в нашем зуме. Да, я думаю, что разговор об этом мы перенесем в какую-нибудь другую часть, а в какую-нибудь часть заговорщиков 2 или 3 или 4. Ну, были же заговорщики, 7 Были человек. заговорщики, да. Я думаю, что я уверена, что не может быть, что в рядах силовиков нет людей, которые понимают ситуацию. Такого быть не может. Я думаю, Вера, что они есть, прекрасно понимают. и их очень много. Но и я повторюсь, все силовики, которые думают, да, что действительно перемены нужны, или действительно человек совершает преступления, за которые действительно придется ответить. Люди говорят все одно и то же. Когда вы прекратите свое безобразие? Когда вы станете четко, да, на путь, который будет приводить нас к победе? Когда мы реально выйдем с народом и не будем думать, что завтра вы уедете опять за границу, а нас посадят. А сроки там, Вера, я понимаю, что вы догадываетесь, какие сроки. Нет, да? конечно, 15, Человек, 18, который отправил 4, 5, да. нехте фотографию, да, с этого, с генерального штаба, ну, понимаете, какой он срок? Это одна фотография. Все. Человек поломал всю свою жизнь. Себе, семье, ребенку и своим родителям. Одной фотографии. Мы не должны такого допустить. Мы должны сейчас все взвешенно, реально взвешенно и обдуманно делать. Жертвовать людьми мы не имеем никакого права. Да. Спасибо большое, Игорь. Спасибо большое всем, кто нас сегодня смотрел. Спасибо большое всем, кто задавал вопросы. Извините, если я кого-то нечаянно назвала ботом, а может быть, боты и были, но приходили, не знаю, спорили, ругались, общались. Тем не менее, я рада, что политический диалог начинается. Люди продолжают разговаривать, продолжают общаться, продолжают задавать вопросы. И если что-то вам не понравилось, у вас остались еще вопросы, пожалуйста, пишите под комментарий, ставьте комментарии под видео. Вопросы мы почитаем. Игорь, вам огромнейшее спасибо, что пришли к нам на эфир. Не побоялись, не испугались хейтеров. Вера, я абсолютно не боюсь ни провокационных вопросов, ничего. Я просто реально искренне хочу, да, чтобы воплотилась воля белорусского народа. А терпеть уже, понимаешь, когда смотришь и реально людей садят каждый день, мне даже страшно это называть.
люди, ну, Да, поддаются таким это репрессиям. фашизм. Ну, это, Это фашизм. а то может быть и хуже. Почему? Потому что фашизм убивал других граждан, да, то есть он боролся там, как, там, не Ну, помню, это я, евреи сталинизм там и такое. тогда, Но да, неосталинизм, но да. здесь убиваются свои люди, свои граждане. Это те граждане, то есть силовой блок убивает своих граждан, те, которые им платят зарплату. Это бюджетники. А бюджет создается из налогов, из людей, те, которые работают на заводах, вот те люди, которые и страдают от действий силовиков. Сколько это может продолжаться? Лукашенко совершил столько преступлений, что уже любой диктатор позавидует. Но извините, это 21 век, это центр Европы с абсолютно нормальными людьми. И я не побоюсь даже сказать, об этом все говорят. Люди снимали обувь, чтобы стать на скамейку. Вера, это не смешно это. Реально, чтобы стать... Я понимаю, белорусы действительно такая нация. Они готовы гулять с шариками, с цветочками. Они верят в какую-то победу, но она не будет. С диктатором так невозможно. И это нужно взять за основу. Он не отдаст власть, потому что это скамья подсудимых. Он не отдаст Понимаете? власть, пока мы ее у Конечно, у конечно. него не Никакие заберем. переговоры не будут. Надо Никакие не будут брать. переговоры. Ну, Власть конечно, надо абсолютно. брать. Надо брать, Абсолютно. господа. Так что на этом мы Именно. заканчиваем эфир. Будем брать власть. Но надо еще знать, что с этой властью делать. Так что всем большое спасибо. Живи Мне Беларусь. приятно. И Приятно, всего что доброго. пригласили. Большое спасибо. Да, и с предстоящим днем рождения, Вера. Ой, спасибо большое. Все, до свидания. С наступающим.